надо. Смертельный эффект бешенства, да? И вот нашей жизнью мы думаем, что мы думаем. Но это не так. Не всегда мы думаем. Вот бактерии, которые находятся в нашем головном мозге, вот что они хотят, то и требуют. Вот, допустим, вирус бешенства, да? Зараженная собака, лиса, волк, что они делают? Они могут, уже болеют, но могут пробежать 5-7 километров. И когда они подбегают к человеку, там, им надо передать вирус, укусить. Они не лают, не гавкают, стараются подбежать сзади, у них слюна, да, бактерии. Он кусает и дальше убежал. Может упасть, полежать, интоксикация и дальше заражать, дальше заражать. Понимаете, вот я к чему говорю, что не все мысли наши. Вот наши пищевые пристрастия, хотим сладкого покушать. Если беременная, может вообще глину хотеть кушать, огурцы соленые, да? Это организм говорит, что мы хотим. И нам тяжело удержаться в современном мире, мы слушаем. Но если мы пьем правильное питание, мы меняем эту патологическую флору в кишечнике на нормальную, у нас со временем восстанавливается наше правильное питание. Я что-то ушел, да, в сторону? Очень даже, Интересно? да. Потому что я не понимала, почему у меня тяга к сладкому ушло. Вот то, что вы сейчас говорите, это очень... Да. Хотя я понимала, что это благодаря продукту, потому что он как перенастроил мой организм. Сознательно сам человек не может прям 100% отказаться от сахара. Но я даже в печеньке, даже пусть она будет не сильно сладкая, я уже этот сахар чувствую, и я не могу его принимать, потому что именно продукт дает мне возможность сытости, без необходимости вот это ощущение заглушать себя сахаром. А люди готовы, есть же такая шутка, сахарницу чай налить. То есть это настолько вот много передозировки сахара, хотя вот как то, что вы говорите на примере того, что именно это побудитель вирусов, они могут провоцировать желание больше сахара съесть. Правильно? Правильно. Посмотрите еще один момент. Вот, пищевые пристрастия. Почему? Потому что вот Госдумой России проводилось исследование. Взяли много-много населения и провели. Достаточно у них витаминов, минералов и больше 60-70%, при том, что русская кухня, она более-менее. Там и капуста, там и кашки разные, да? Добавки, всякие зерна есть. Недостаточно в питании. Это было в 80-х годах. Сейчас наши года. Еда ультрапастеризованная. Мы не только недополучаем правильные витамины, минералы, но мы получаем побочное действие. Потому что, чтобы в промышленных масштабах качество еды сохранить, чтобы она грибком не забыла, не прокисла, не отрыв, добавляет много консервантов, да? Консерванты, стабилизаторы, удержатели воды. Я говорил, да, колбаса 81 тонну казахстанцы потребляют. 81 тонну на каждого гражданина 11 килограмм. Но уже обсуждения идут, что на каждый